Экономическая амнистия коррупционерам придется возвращать в трехкратном размере. Об этом говорится в законопроекте. В целом предлагается внести изменения в 26 статей ряда законов, в том числе в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Подробности у Калии Душибаевой. Исполняющий обязанности президента, премьер-министра Кыргызстана Садыр Джапаров объявил экономическую амнистию. Он гарантировал неприкосновенность заявленного имущества и доходов, а также освобождение от всех видов наказаний. Экономическая амнистия сейчас актуальный вопрос, однако все упирается в законодательство. Нужно привести его в соответствие, иначе все так и останется безрезультатной инициативой. Кроме этого, надо открыть специальный счет, куда будут переводиться деньги. Контроль над ним надо передать Центральному казначейству Минфина. Чтобы все было законно, разработан законопроект. В целом предлагается внести изменения в 26 статей нескольких законов. В частности, в закон о запрете игорной деятельности, о государственном социальном страховании, в уголовный, в уголовно-процессуальный, а также в налоговые кодексы. Ну, если в том контексте, который озвучил президент, требуется еще внесение изменений в законодательство, и это зависит от Джоркинеша, как быстро они примут и выработают механизмы. Потому что с точки зрения фискального вопроса у нас налоговый кодекс, в принципе, предусматривает инструмент декларирования, но именно гуманизация уголовного преследования еще нету, его предстоит разработать. Так вот, по предлагаемому законодательству, если ранее за незаконное ведение предпринимательской деятельности грозило уголовное наказание, то во время амнистии достаточно лишь погасить предъявленную сумму. От уголовного наказания человек будет освобожден. Нотариусам, аудиторам, экспертам и оценщикам, злоупотребившим своими полномочиями, придется выплачивать нанесенный ущерб в двукратном размере, а коррупционерам и того больше. Эта категория уголовных преступлений освобождается фигурант только в случае, если он в добровольном порядке покроет сумму нанесенного ущерба в тройном размере. Использование закона об амнистии, налоговой амнистии, дается шанс, дается вот таким людям, которые совершили такого рода преступления, дается шанс в добровольном порядке исполнить вот данные требования и априори профилактически освободиться от этих наказаний. Отметим, что официально теневой бизнес на сегодня составляет 27%, а неофициально более 60%. Дабы направить теневые ресурсы бизнес-сообщества в правовое русло, пополнить госбюджет, возвратить незаконно вывезенный капитал, исполняющий обязанности президента, премьер-министром была объявлена экономическая амнистия. Она будет применена всего один раз. Садыр Джапаров гарантировал неприкосновенность заявленного имущества и доходов, а также освобождение от всех видов наказаний. Калия Душибаева, Жаназил Абубакир, Улы, ЛТР, Бишкек.